Еще один нюанс, на котором делает акцент Меджлис, это то, что в последнее время начались этнические чистки в органах власти. То есть увольняют по тому признаку, что он крымский татарин по национальности. Не берем в счет в Рескомнадс, где произошла замена Дудакова на Кинжалиева. Вы согласны с таким мнением? Ну, дело в том, что это, понимаете, любой процесс в Крыму, да, любой, абсолютно любой, он обязательно можно его, так сказать, как бы интерпретировать с точки зрения межэтнических каких-то и других взаимоотношений. Но суть-то в чем? Суть в чем? У нас такова уж природа власти в Украине, что она формируется по политическим мотивам, да? Вот. То есть победившая партия формирует власть. Вот. Ну, по разным причинам. В партии регионов крымских татар нет. Это сегодня правящая партия. И они сегодня... Есть же? Эдик Гафаров, да, но и представители крымских татар тоже во власти есть, которые близки и связаны с партией власти, правильно? Поэтому если ты находишься и демонстративно объявляешь себя сторонником противоположной политической силы, ну какое ты имеешь какое-либо моральное право претендовать на то, что тебе партия, победившая тебя на выборах, дала кусочек власти? Да не бывает такого. А вот тогда, когда как бы уже аргументов не хватает побеждать в равной политической борьбе, тогда часто, я не говорю, что это всегда так, часто используют в качестве защитного, так сказать, такого способа этнический фактор там, и так далее. Вот. Ну, маем это еще маем. Другое дело, конечно же, я могу сказать, что не все у нас благополучно в межэтнических отношениях. Еще есть метастазы, так скажем, взаимного недоверия там, и взаимного, так сказать, отчуждения, так скажем. Но это уже не наследие нынешнего периода, а это наследие прошлого, которым нам всем придется, хотим мы того или не хотим, преодолевать в совместной жизни в нашем благодатном Крыму. И я думаю, что мы этот период